Итак, добрый день, уважаемые коллеги. Всех приветствую, всех участников нашего удивительного, необычного вебинара. Сегодня мы с вами поговорим о том, что же такое жестовое пение, откуда оно взялось, каким образом происходит это. Ведь это не совсем та самая песня и то самое пение, которое мы привыкли видеть в обычном формате. Для начала, конечно же, я хочу окунуться немножечко в мир русской жестовой речи, русского жестового языка. Ученые давно уже доказали, что секрет успеха человека все же в его голосе. А как быть людям, которые не могут говорить, не могут слышать? Для людей с детства, лишенных слуха, язык жестов является основным способом общения. Глухие часто говорят, что их родной язык не просто русский, а именно жестовый русский язык, именно жестовая речь, которая помогает им общаться друг с другом. Люди издревле любили общаться на языке жестов. Ведь язык чувств, эмоций и сердца – это и есть язык жеста. Самую первую попытку создать жестовый язык предприняли еще в начале XVII века. Один из священников был нанят в качестве помощника у высокопоставленного предпринимателя испанской знати. Его ребенок был глухим, и священник стал персональным учителем глухого ребенка и начал обучать его жестам, жестовому языку, жестовой коммуникации. Жестовый язык или язык жестов – это самостоятельный, естественно возникший, либо искусственно созданный язык, который состоит из комбинации жестов, каждый из которых производится руками, но в сочетании с мимикой, формой, движением рта, губ, а также в сочетании с положением корпуса тела. Для глухих и слабослышащих людей и детей жестовый язык стал языком жизни и настоящим спасением. Владеть жестовым языком – это весьма актуально. Общение на языке жестов обычно происходит гораздо быстрее и активнее, а также экспрессивнее, чем при обычной речи. Впрочем, иногда общение несколько замедляется, но это в том случае, если собеседники не знают какого-то жеста или идет речь об именах собственных, для которых нет специальных жестов, а существует дактильная азбука. В этой азбуке каждый звук передается отдельным жестом. Но дактиль замедляет процесс общения, поэтому язык жестов она заменить не сможет. Язык жестов – это не просто способ передачи своих мыслей, это еще и путь к самовыражению. В процессе и на просторе интернета, а также в прессе, часто можно встретить такое не очень красивое словечко – глухонемой. Это понятие люди по слуху, с инвалидностью по слуху, считают абсолютно неверным. Многие ученые, многие специалисты, работающие в этой области, называют его некорректным, потому что глухие люди, за редчайшим исключением, они не являются немыми. У них отсутствует слух, но при этом у этих людей прекрасно развиты голосовые связки. Они вполне способны более-менее внятно произносить слова, предложения языковой речи, и этим навыкам уделяется большое внимание в различных специализированных школах, в реабилитационных центрах. Другое дело, что из-за отсутствия слуха и из-за невозможности контролировать собственную речь, такой человек никогда не сможет говорить так же легко и четко, как человек с нормальными слуховыми возможностями. И трудность заключается в том, что глухой человек может словесно передать какую-то информацию, но ему бывает трудно понять ответ.
Считывание с губ обычно предполагает четкую речь и медленную артикуляцию. Кроме того, не все люди, которые имеют инвалидность по слуху, обладают этим навыком в равной мере. И это нужно помнить. В традиционной речи отдельные звуки сливаются в слова. В языке жестов каждый жест обозначает целое понятие, явление, действие или даже сложную жизненную ситуацию. Порой одним жестом можно передать содержание 20-минутного монолога слышащего человека. А теперь, после того, как мы немножечко приблизились к пониманию, что же такое жест, я хотела бы задать вам вопрос. А вы когда-нибудь были свидетелями того, как люди с нарушением слуха поют? Для многих, безусловно, даже сама постановка вопроса кажется абсурдной. В одном предложении слова нарушение слуха, слабослышащий, глухой и поют. Они не увязываются одинаково вместе точно, безусловно. Но жестовое пение является одним из любимейших творческих жанров людей с нарушением слуха. Это не просто перевод слов песни на язык жестов. Самое главное, чтобы жесты в полной мере отражали ритм музыки, ее мелодию. Это совсем не просто, зато это очень интересно и увлекательно. Ничто не придает столько выражения из жизни, как жесты, движения рук, особенно при душевных волнениях. Без жестов даже самое красивое лицо маловыразительно. Человек, лишенный слуха, не может проявить себя как исполнитель песен своим голосом, но он может передать смысл, чувства, мысли, переживания с помощью движений, хореографии, мимики лица, актерского мастерства, языка жестов или по-другому жестового пения. Исполнение песен в этом сценическом жанре дает возможность самовыражения, развития, объединяет людей, согревает их сердца. Для неслышащих детей и взрослых, людей с нарушением слуха, это возможность раздвинуть границы общения, интегрироваться в общество слышащих людей, социализироваться среди них. Итак, что же такое жестовое пение? По сути, это перевод текста песни жестами. Жестовая речь – это полноценная речь, поэтому передать песню с ее помощью вполне реально и возможно. Она помогает неслышащему человеку понять, о чем песня, каким смыслом она наполнена, а слышащему увидеть красоту пластики рук, тела. Жестовое пение – это особый вид творчества, с помощью которого любые люди, которые имеют нарушение слуха, будь то глухие, слабослышащие, могут передать смысл и, что совершенно удивительно, эмоции песни своим зрителям. Они могут танцевать, читать стихи, но, к сожалению, пение голосом им недоступно. А желание творить и выступать у них есть. Жестовое пение дополняет музыкальное произведение эмоциями исполнителя. Для глухих людей это совершенно особенный вид сценического искусства. И иногда это даже более яркое представление, нежели выступление человека, обладающего голосом и слухом. Жестовая песня – это специфический вид искусства, очень популярный среди людей с нарушением слуха. Этот вид искусства помогает эмоционально раскрепоститься, развивать творческие способности, снять языковой барьер. Жестовая песня – прекрасный шанс для людей с нарушением слуха проявить себя в искусстве, выразить свое «я».
Жестовое пение – это сплав актерского мастерства, хореографии и языка жестов. Оно дает возможность самовыражения и спасает от ощущения глухоты, замкнутости, способствует развитию слухового восприятия, памяти, ритма, пластики. Дети с нарушением слуха при исполнении жестово-мимических композиций совершенствуют свои навыки общения, учатся передавать жестами, мимикой, позой, взглядом основные эмоции, понимать эмоциональное состояние, веселое, грустное, торжественное, а главное учатся выражать жестами и мимикой содержание песни. Песня выражает естественные чувства человека. Не зря же говорят, душа поет. А разве душа неслышащего не может не петь? Да, конечно. И песня находит в себе выход в жестах, в языке, который доступен всем людям с нарушением слуха. Детям и взрослым интересно петь вопреки тому, что природа не предусмотрела для них такой возможности. Один великий итальянский поэт, оглохший в раннем детстве, написал «Оду рукам», в которой есть такие строки. Если вы видели полет чайки, ее взмахи в полете крылами, пусть сравнение необычайно, песни тоже поют руками. Важным компонентом песни в жестовом пении является жест, выразительное движение рук, которое служит одним из средств эмоционального выражения. Неречевая коммуникация, передача песни жестами, представляет собой довольно-таки сложный процесс взаимодействия. В нем участвуют и жест, и мимика, и артикуляция. Мимика – это координированное движение мышц лица, так же, как и жесты выражают чувства и эмоции человека. Этот зрительный, так называемый язык помогает в сочетании с выразительными жестами, пластичными движениями, четкой артикуляцией передавать содержание песни, выражать через исполнение жестовой песни состояние души, чувства, эмоции. Петь с помощью жестов под музыку – это очень сложно, но выглядит великолепно, театрально, музыкально. Это неподдельное настоящее искусство со своей энергетикой и экспрессией. Мы говорим «спеть песню», а люди с нарушением слуха – донести песню. Это зримая вещь. Такую песню необходимо смотреть. Адаптация песни для жестового пения – это достаточно сложное дело. Вообразите беззвучное падение стеклянной чашки на пол. Звука не слышно, но в голове само собой рождается звук разбитого стекла. Чистый, идеальный звук, существующий в отрыве от обычного человеческого восприятия. Сама постановка жестовой песни – процесс очень трудоемкий, занимающий иногда несколько недель. Разучиваются слова, жесты, отрабатывается четкая правильная артикуляция. При этом очень важна гибкость рук, пластичность движений. Обучение жестовому пению – это очень сложный, очень кропотливый процесс. К сожалению, такой профессии, как педагог жестового пения, не существует. На нее пока что не учат. Этим занимаются опытные, хорошо владеющие жестовым языком воспитатели, сурдопедагоги, педагоги дополнительного образования, переводчики русского жестового языка, то есть те люди, кто совмещает эту деятельность с другой. Люди, влюбленные в свою профессию, с огромной душой. Сравнивать педагога жестового пения с педагогом по вокалу и учителем пения абсолютно некорректно, ну и просто невозможно.
Если проводить какие-то параллели, то отчасти, ну, совсем чуть-чуть, эта работа похожа на дирижера, ну, или суфлера в театре. Невероятный мир. Можно увидеть музыку, слышать запахи, чувствовать цвет на вкус. Музыка ощущается кожей, а движение пальцев, движение воздуха между пальцами рождает слова. Один резкий взмах, и мы ощущаем гнев. Плавное движение сверху вниз – грусть. Открытая ладонь – радость. Искусству жестовой песни посвящены различные стихи. И один из них – это стих организаторов Большого творческого фестиваля «Душа поет». «Услышь меня, Всевышний, и дай мне силы к облакам взлететь, объять звучащий мир и мир неслышный, руками, сердцем и душою спеть». Вот это все говорит о жестовом пении, о научении людей петь жестами, о передаче смысла песни. У нас в республике есть уникальная школа для детей с нарушением слуха. Там работают удивительные, преданные своему делу, увлеченные своей профессией педагоги. В этой школе детей учат не только постигать знания, но и развивать творческие способности через жестовое пение. В этот процесс вовлечены не только ученики школы, но и педагоги. В этой школе давно создан творческий коллектив «Радость», в котором ребята и взрослые под руководством опытных наставников обучаются искусству танца, овладевают как раз-таки искусством жестового пения. Неизменным, потрясающим творческим человеком, который вдохновляет и детей, и педагогов этой школы, является их специалист, сурдопедагог Скорнякова Елена Васильевна. Елена Васильевна помогает детям и взрослым овладеть сложным языком жестов и учит их передавать песню душой. За годы существования коллектива жестовое пение стало визитной карточкой нашей специальной коррекционной школы. Выступления участников – это всегда теплота души, красота движений, отточенная до совершенства жестовая речь и море положительных эмоций, в чем, безусловно, заслуга педагогов, работающих в этой организации. Главной задачей научения детей жестовому пению – это эстетическое воспитание, формирование творческой активности. Самое главное – преодоление коммуникативных барьеров. Дети воспитывают в себе уверенность, развиваются физические навыки, то есть восприятие, тактильный слух, ритмико-двигательные движения и так далее. Сегодня мы готовы разделить наши эмоции с вами и представить вам возможность насладиться и красивой музыкой, и необычным сценическим мастерством. Сейчас я вам покажу жестовые песни в исполнении детей и педагогов специальной коррекционной школы номер 4 города Сыктывкара, Республики Коми. Итак, приглашаю вас к просмотру песни ребенком, с чего начинается Родина. Начинается Родина с картинки в твоем букваре, с хороших и верных товарищей,
живущих в соседнем дворе. А может, она начинается с той песни, что пела нам мать, с того, что в любых испытаниях у нас никому не отнять. С чего начинается Родина? С заветной скамьи у ворот, с той самой березки, что в поле под ветром склоняясь растет. А может, она начинается с весенней запевки скворца и с этой дороги проселочной, которой не видно конца. С чего начинается Родина? С окошек горящих вдали, со старой отцовской буденовки, что где-то в шкафу мы нашли. А может, она начинается со стука вагонных колес и с клятвы, которую в юности ты ей в своем сердце принес. С чего начинается Родина? Следующая песня, вашему вниманию, это песня детей, очень веселая, интересная и как раз посвящена приближающемуся празднику 23 февраля. Мы друзья, перелетные птицы, только быт наш одним нехорош. На земле не успели жениться, а на небе жены не найдешь. Потому что мы пилоты, небо наш, небо
Вот такие замечательные песни готовятся в специальной коррекционной школе, но помимо того, что вот эти замечательные педагоги, которые сейчас будут показаны на экране у вас, они работают не только с детьми. Эти замечательные педагоги развиваются сами и тоже разучивают эти жестовые песни, неся это в показ людям, в понимание, что это интересно, что это очень красиво, что в жестовом пении можно передавать не только слова, но в первую очередь эмоции и показать свою душу, отношение к песне. Вот эти замечательные специалисты получают предложения, выступления во многих концертах, во многих мероприятиях Республики Коми. Это специалисты, которые работают с детьми, это педагоги, это учителя начальных классов, это учителя средней школы, это учителя логопеды, дефектологи, сурдопедагоги и так далее. То есть те специалисты, которые непосредственно работают с детьми, также учатся жестовому пению и так далее. И сейчас я хочу вам предложить напоследок две песни, которые были исполнены самими педагогами и достаточно получили хорошие отзывы не только от своих, скажем так, сотрудников, да, соратников, но и в городе. Конечно, такие заинтересованные, такие потрясающие специалисты не могут остаться в стороне и не научить своих детей такому потрясающему, замечательному действию, как жестовое пение. Уважаемые коллеги, если вам понравилось, если вас заинтересовало данное направление, пишите нам, мы постараемся ответить на все ваши вопросы. И если будет интересно вам продолжение данного направления, то, безусловно, мы пригласим и специалистов специальной коррекционной школы, которые поделятся своим опытом, которые вам покажут, как они это делают, как они работают с детками. И, может быть, что-то представить еще новенькое и интересное. А на сегодня спасибо большое, что вы были с нами. Всего доброго, до новых встреч!